Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 3 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем карту для отношений, для работы, для финансов. И итог дня. Итак, у нас выпадает 8 жезлов, а это значит, что день будет очень стремительным. Это могут быть какие-то поездки, может быть к воде. Вот здесь у нас на карте изображена вода, да, это на речку, на море, на природу. Это могут быть быстрое решение каких-то дел, нескольких, может быть, параллельно. Это удача во всем, что вы запланировали на сегодняшний день. То есть все пройдет очень удобно, удачно. Карта говорит о том, что день связан не только с исполнением наших желаний, но и с нашим окружением. Может быть, мы будем кому-то из окружения помогать осуществлять их мечты, желания, планы. А может быть, они будут нам помогать. В общем, общение тут тоже играет очень большую роль. Если у вас было запланировано работа какая-то с документами, с бумагами, то тоже все очень удачно пройдет. А если вы планировали быстро решить вопрос какой-то касательно там юридических каких-то тем, да, тоже все очень быстро пройдет. Если, допустим, какие-то бумаги нужно подписать, получить, все это очень быстро. А также карта может говорить еще о том, что у вас могут быть какие-то мелкие покупки в течение дня. Может быть, кто-то отправится там в какую-то длительную пешеходную прогулку или на велосипедах. Может быть, вот очень часто по этой карте еще приходит какая-то хорошая мысль, идея, которая вам принесет успех, удачу. То есть, если начать ее сразу осуществлять, то вот можно многого здесь добиться. А также карта говорит о том, что если вы сегодня работаете, да, то очень удачный такой день для вот такой трудовой жизни, скажем так. Или если вы что-то пишете, говорите, если вы учитесь сегодня, тоже очень удачный день. Если кто-то ведет там блог, допустим, или лекции какие-то читает, тоже очень вам здесь повезет. Новости вовремя приходят, те, которые ждете, могут быть какие-то интересные встречи с соседями, знакомыми, с каким-то вот с близким кругом. А кто-то, может быть, будет покупать книги, да, или читать книги. Может быть, кто-то будет покупать средства связи. В общем, день такой очень успешный для разного рода контактов, информации, обучения и так далее, поездок, решение вопросов, связанных с бумагами какими-то. Так, теперь что будет помогать? Будет помогать 4 пентаклей. Карта говорит о том, что не нужно слишком много тратить. Если, допустим, вы едете куда-то сегодня, да, то будет такое желание какие-то спонтанные траты осуществлять. Карта говорит: нет, придержите денежки, все, что необходимо, тратьте, да, но не нужно лишнего. То, что, видимо, вот вам в ближайшее время денежки пригодятся для другого, для чего-то. Может быть, здесь нужны будут какие-то платы за, плата за коммунальные услуги, допустим, или еще какие-то необходимые вещи вам нужно будет оплачивать. Поэтому вот сейчас желательно не потратить лишнего. Что будет мешать? Будет мешать паж чаш. Может быть, излишняя эмоциональность. Или, допустим, если вы едете в то место, в котором никогда еще не были, да, и там могут быть какие-то неожиданности. Может быть, знаете, какие-то проблемы, связанные с детьми, или, может быть, концентрация на том, что вот связано с детской темой. Также карта говорит о том, что вы можете, допустим, у вас есть возможность куда-то поехать, отдохнуть, решить какие-то важные для вас дела, а вы остаетесь дома и занимаетесь там участком, гаражом,
землей, да, или еще что-то такое. Вот это нежелательно. Лучше все-таки сегодня движение, потому что вы наберете здесь нужной энергии, нужных впечатлений, решите важные дела. Если останетесь дома, то вот что-то важное от вас уйдет, упустите что-то важное. А также здесь обращают внимание на питьевой режим, да, также на вопросы питания, на вопросы, может быть, алкоголя и так далее. То есть вот здесь осторожно нужно быть с тем, что мы пьем, и с тем, что мы едим. Может быть, работа на дому, здесь вот у вас есть какая-то, да, и вместо того, чтобы куда-то вот отправиться на прогулку по делам, вы остаетесь дома и работаете. Вот, скорее всего, нужно отложить работу для того, чтобы решить вот эти все дела. В отношениях у нас выпадает шут, а это значит, что мы можем чувствовать себя легко, либо нас будут беспокоить вопросы свободы, да, вот, может быть, будете обсуждать со своим партнером вопросы свободы вашей личной, ну, его и вашей. Может быть, вопросы детей, да, может быть, куда их отправить на отдых, как они будут проводить лето, чем их занять и так далее. Для тех, кто в поиске партнера, валет трефовый выпадает. Знаете, вы можете встретить человека очень такого спортивного, активного, в общем, человек, который как-то отличается от других людей. Вот, может быть, даже в его образе вот что-то все слишком, да, то есть слишком активный, слишком говорливый, в общем, слишком там броский, красивый и так далее, да, вот. Не нужно спешить здесь развивать отношения, нужно приглядеться, потому что, тем более, у нас карта еще шута выпадает, да, это может оказаться человек, который много наобещает, но как бы быстро исчезнет из вашей жизни. А для тех, у кого есть уже партнер, восьмерка пиковая говорит о том, что вы, скорее всего, будете сегодня не вдвоем, а в каком-то обществе, да, либо вот действительно уезжаете куда-то, и там вас окружает большое количество людей, либо это может быть члены семьи, да, может быть, не только те, с которыми вы живете, а те, кто далеко от вас живут, вот они могут приходить в гости. А также карта говорит о том, что вы можете сегодня весело проводить время, может быть, у вас назначена какая-то вечеринка, или, может быть, идете как бы вместе все с вашими друзьями, идете гулять куда-то там в парк или в ресторан или еще куда-то, да, то есть вот здесь как-то общество, люди, вы как-то друг на друга здесь мало внимания обращаете, вот как-то в общем таком настроении находитесь. А для тех, кто в ссоре, семерка трефовая, карта говорит о том, что слишком много мелочей вас раздражает, беспокоит в вашем партнере. Подумайте, это просто сложные времена у вас, и вы не можете друг друга понять, или это человек, который настолько раздражает, что вы никогда не сможете смириться с какими-то его недостатками. В общем, на этот вопрос нужно ответить, прежде чем мириться. Четверка чаш выпадает на работу, а это значит, что вы будете вот в таком состоянии, либо отдыха, да, будет вам хотеться расслабиться, может быть, для кого-то это действительно будет отдых, а кто-то не работает. А если работаете, то в таком расслабленном состоянии можете быть рассеянными, может быть, и что-то не замечать, либо вас беспокоят вопросы семьи, вопросы, которые, может быть, вас эмоционально как-то затрагивают, и вы вот о работе очень мало думаете. Для тех, кто в поиске работы, но здесь тоже могут быть какие-то эмоции, чувства по поводу работы. Но, скорее всего, здесь тоже либо это работа на дому, либо вам просто в этот день лучше отдохнуть и как бы с поиском работы не заморачиваться, да. Может быть, вот хорошо день посвятить какому-то творчеству, искусству, в общем, как-то развлечься, отвлечься, переключиться. Для тех, у кого есть работа, десятка пиковая, ну, также карта говорит о том, что либо у вас выходные, либо у вас на работе что-то меняется,
Может быть, меняется начальство, может быть, кто-то новый в коллектив приходит, может быть, в командировку вас отправляют. В общем, какие-то перемены. Может быть, и новое что-то, новый какой-то проект, новый какой-то процесс, новое направление в работе. Для тех, у кого свое дело, семерка червовая, здесь у вас идет такой постепенный рост, вы как будто, ваше дело как будто набирает силу. И вот обычно по этой карте нужно набраться терпения, даже если нет каких-то быстрых, срочных таких результатов, это не значит, что результата нет вообще. Просто сначала у нас идет медленный рост, да, вот потом только вы увидите результаты. Но в любом случае у вас тут положительная такая карта для вашего бизнеса. Может быть, кстати, рост доходов. Для денег выпадает девятка жезлов. Карта говорит о том, что, может быть, вы ждали много, как бы из большого количества источников денег, да, но получаете только вот какую-то часть небольшую. Но в то же время вот все-таки есть доход, да. Девятка жезлов – это у нас Луна в Стрельце астрологические. Значит, деньги мы будем тратить либо на обучение, либо на путешествие, либо на семью. Вот в основном у нас расходы здесь больше, чем доходы. Ну и на себя не забывайте часть денег выделить, потому что девятки у нас всегда означают как бы нас конкретно, да, не членов нашей семьи, не кого-то другого, а нас, индивидуальность нашу, да, то есть именно на себя потратить. Вот, допустим, будет нужно всем что-то, да, как бы из общего кошелька, вот вы обязательно должны выделить себе какую-то часть. Для тех, кто на зарплате, шестерка трефовая. Но может быть сегодня и сложный момент с деньгами, может быть сегодня не будет денег. Может быть вы просто воспринимаете как-то это тяжело. Может быть на самом деле не все так плохо, а вам кажется, что ну какая-то вообще у вас тут беспросветность в деньгах. Скорее всего это просто восприятие такое. Для тех, у кого свое дело, девятка трефовая говорит о том, что у вас в деньгах может быть какая-то неприятность, какой-то обман может быть, или какой-то человек может воспользоваться вот информацией важной для вас, да, или кто-то манипулировать вами захочет вот по поводу денег. В общем, здесь могут быть такие случаи неприятные, но в то же время карта говорит о том, что ваши деньги сегодня зависят от вашей занятости. Если вы зарабатываете сегодня, то деньги будут. Если у вас день отдыха, да, то естественно, что и денег нет. Но вот обратите внимание, что есть рядом какие-то люди, которым ваши денежки нужны. И, скорее всего, вам их не нужно здесь давать. Скорее всего, вот по девяточке лучше вам оставить их себе. А теперь итог дня у нас выпадает замечательная карта старший аркан умеренность, а это значит, что вы будете чувствовать себя очень комфортно в конце дня, у вас действительно будет разум и чувство в гармонии, у вас будет согласие с близкими людьми, вы будете понимать, куда идти, как жить, что делать, то есть очень такое приятное состояние будет у вас на душе, на сердце. Может быть, даже какой-то неожиданный такой сюрприз приятный в конце дня к вам придет. Может быть, какое-то письмо получите. Или, может быть, какая-то вот очень важная для вас информация, которую вы ждали. Вот она придет в этот вечер, да, в конце дня. Друзья, желаю всем прекрасного дня. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.